Большинство независимых юристов считает, что проблема не в самом документе, а в попытке сконцентрировать власть в руки одного человека. По их мнению, основной закон не стоит менять, когда в стране экономический кризис и бушует пандемия коронавируса. Ни президент, ни тем более исполняющий обязанности президента по действующей Конституции не имеет права законодательной инициативы, не имеет права инициировать народный референдум, а следовательно не имеет права созывать конституционное совещание. Следовательно, вопрос о создании конституционного совещания указом ИО президента нелогичен. К примеру, в 1994 году конституционную реформу инициировал аппарат президента, и указом президента было создано конституционное совещание, потому что по Конституции 1993 года президент обладал правом законодательной инициативы и правом инициировать всенародный референдум. Власти пытаются в течение 1,5 месяца в спешке поменять основной закон, но делать это нужно в соответствии с закону, строго по процедуре. Для этого необходимо как минимум полгода. Для этого требуется создание конституционного совещания. Экспертное обсуждение – это когда документ правильный чисто юридически. Он будет работать, он входит в систему нормативно-правовых актов, входит в механизм, создает такие механизмы, которые входят в госмеханизм, то есть ичтей турган документ. Да? А общественное обсуждение – это придание легитимности. То есть народ должен чувствовать свою причастность, и он должен участвовать в этом. И потом принимать правила игры, потому что любой закон – это правила игры. Две большие стадии, которые никак нельзя смешивать. Юристы, общественные деятели, журналисты сходятся в одном. Вносить поправки в спешке нельзя. Для этого необходимо постатейное рассмотрение основного закона. И уже потом народ выберет, какая форма правления нам необходима. Сейчас происходит множество нарушений. Если мы примем нелегитимное решение с позиции силы одной группы, то эти действия еще сильнее увеличатся. Мы всегда говорим, основная ветвь власти – это народ. Но сейчас вокруг основного закона много споров. Мы забыли про народ и переходим на сторону одной из политической группы. Здесь основная проблема в том, что во время президентских выборов нужно проводить референдум. Но проект закона, поставленный на референдум, неправильный. Он отражает нечаянное большинство, а взялся откуда ни возьмись и наделал много шума. С самого начала Садыр Джапаров говорил, что проект закона будет обсуждаться с народом. Как выберет народ, так и будет. Во-первых, мы должны определиться с формой правления. Чистая президентская или чистая парламентская, или же смешанная. Если народ примет решение, то мы будем принимать поправки, заявил он. К сожалению, политическая группа или президентский аппарат оказывает медвежью услугу. Вынесли на обсуждение непонятно какой проект и наделали много шума. Все перепутали и этим самым выставили не в лучшем свете Садыра Джапарова. Как мы можем выйти из сложившейся ситуации? По моему мнению, Конституционный совет должен прекратить свою работу. Они в деталях и каждый пункт в течение 15 дней не успеют рассмотреть постатейно. Времени мало, поэтому Конституционный совет должен прекратить работу, а обсуждаемый проект должны убрать из официального сайта. Во-первых, сейчас мы должны спокойно провести президентские выборы. После выборов, как сказал Садыр Джапаров, мы должны внести проект на общественное обсуждение и решать с народом, какая форма правления нам нужна. Как выберет народ, так и будет. Тем временем активисты начали сбор подписей тех, кто выступает против новой редакции основного закона. В петиции 3 требования: отменить референдум по принятию новой конституции, провести президентские и парламентские выборы в срок и, самое главное, чтобы власти действовали строго по закону. Бахыр Кулчуманов, Нью ТВ.